Мотивация предпринимателей, контроль за работой службы судебных исполнителей, нотариусов, ЗАГСов, антикоррупционная экспертиза законодательства. Это не все направления работы Минюста. Какие изменения планируются в ведомстве? Может ли служба судебных исполнителей конфисковать имущество? И четко ли регламентированы услуги, которые оказывает Минюст? Какого новый руководитель Министерства юстиции? Попытаемся выяснить в программе «Амчара» с Андрей Барциц. Первое, что бы мне хотелось у вас спросить, вы один из самых молодых министров, и у многих возникает вопрос, а не нужно ли министру, руководителю, не конкретно вот вам, а вообще опыт работы в структуре исполнительной власти? Спасибо, Нала, за интересный вопрос. По всей вероятности, поднятая вами тема относится к категории дискуссионных. Если позволите, мне представляется, что ваш вопрос можно разделить на две части. Это возраст и опыт. Что касается возраста, то, если я не ошибаюсь, средний возраст министра в сегодняшнем правительстве 44 года. Если учесть, что по классификации ВОЗ 44 года это хоть и верхний порог, но молодого возраста, то, наверное, сегодняшнее правительство в лице министров с уверенностью можно назвать молодым. Помимо этого, 36% министров моложе 40 лет, 79% министров моложе 50 лет. У меня есть другие примеры. Премьер-министр Республики Абхазия, экс-президент Республики Абхазия Анкваб Александр Золотинскович в 26 лет был назначен начальником Гудаутского РОВД, тем самым став одним из самых молодых руководителей МВД СССР. Вице-президент Республики Абхазия Бадыр Зурабович Кунба в 30 лет был назначен министром культуры Республики Абхазия. Мы очень гордимся такими примерами, и мы постараемся сделать все, чтобы быть достойными столь высокого доверия. Что касается второй части вашего вопроса, то связанного с опытом руководителя в системе власти, то здесь есть, на мой взгляд, достаточно интересный мировой опыт. В развитых государствах, в крупных компаниях давно апробируется практика внедрения в систему государственного администрирования внесистемных людей. Это делается для того, чтобы привести менеджера неповрежденного так называемой профессиональной деформацией. Именно перед таким менеджером, как правило, и ставят задачи антикризисного менеджмента. Такому руководителю легче генерировать нестандартные решения даже в самых тяжелых вопросах и даже в самых хронических проблемах. В этой связи мне кажется, что надо много работать. Как говорил Стив Джобс, работать надо не 24 часа, а головой. Наверное, в этом и кроется секрет. Что касается меня лично, то мой возраст обязательно вылечит время, а мой опыт указан в моей биографии, и любой желающий может с ним ознакомиться. Мне бы хотелось обсудить с вами вопрос работы нотариата, потому что это сейчас одна из обсуждаемых тем в связи с тем, что пенсионеры не получают пенсии на карточке, а вынуждены приходить лично в кассу, и многие оформляют доверенности у нотариусов. В каком режиме сейчас работает нотариат? Есть ли нагрузка? Таких людей, которые обращаются за этой доверенностью, оказалось очень-очень много. И здесь я бы хотел отметить такой очень щепетильный, очень важный для меня вопрос. Он связан с тем, что когда мы поняли, что проблема сложилась, мы продумывали механизм государственного регулирования деятельности этих нотариальных контор, чтобы они работали не в установленный 8-часовой рабочий день, а выходили за его пределы. И после мониторинга мы поняли, что государственные нотариусы сами по своей инициативе, войдя в положение людей, продлевают свой рабочий день до 7, 8, 9, 10 и даже иногда до 11 часов вечера. Для меня лично
Это очень приятно, потому что вот такие поступки наших подведомственных структур создают определенную надежду на то, что у нашего государства есть перспектива. Не всегда приходится сверху давать там установки, распоряжения. В этой связи я бы хотел, вот, пользуясь случаем, выразить им благодарность за их работу. Плата за эту доверенность по закону о государственной пошлине не взимается. А в случае, если пенсионер по состоянию здоровья не может лично явиться к нотариусу, как доверенность будет оформляться? В этом случае платить придется? Законодательство предусматривает возможность выезда нотариуса к тем гражданам, которые по состоянию здоровья или иным уважительным причинам не могут самостоятельно явиться в помещение государственной нотариальной конторы. Закон устанавливает необходимость оплаты соответствующих расходов логистического характера переезда нотариуса. Это бремя ложится на заявителя. В то же время в рамках особенностей специфики Абхазии это реализуется не через какие-то финансовые выплаты, а граждане предоставляют свой транспорт, родственники приезжают и отвозят и возвращают нотариуса. Но помимо этого у нас были даже случаи, когда у одного из заявителей не было временно родственников, которые могли бы осуществить эту помощь, и наши нотариусы за свой счет поехали на своих автомобилях, поехали, осуществили это действие, за что еще раз хочу сказать спасибо. Учитывая вот эту нагрузку, которая сейчас у них появилась, есть пенсионеры, которые живут в деревнях, в отдаленных уголках. Вот доехать туда — это потерять полдня времени. Вот они готовы даже на такое? Это не вопрос готовности, это вопрос правильного планирования. Осуществление выездных действий планируется, человек заранее уведомляет о том, что до него необходимо доехать, разрабатывается маршрут, продумывается маршрут, время и определенная очередность. И эта поездка осуществляется без особого ущерба непосредственно для деятельности самой нотариальной конторы. Служба судебных исполнителей входит в структуру Минюста. Как вам кажется, вот насколько она справляется с обязанностями, которые на нее возложены вот в условиях Абхазии? Служба для нас, для Республики Абхазия, новая. Образована, организована она была в 2016 году. В рамках своей компетенции служба на данном этапе пока еще находится на стадии окончательного формирования. Связано это с тем, что существуют определенные бюджетные проблемы, и не все структурные подразделения внутри самой службы судебных исполнителей на данном этапе сформированы. В бюджете каждого года финансирование этих подразделений переносится. В связи с этим возникают определенные технические трудности. Поэтому на данном этапе давать какие-то оценочные суждения считаю нецелесообразным. Необходимо дождаться времени, когда мы сможем укомплектовать службу полноценно, и тогда она будет работать уже в рамках полного объема своей профессиональной компетенции. Работа службы подразумевает в том числе и конфискацию имущества в случае необходимости. Были ли такие факты вообще? Да, факты ареста имущества должников производятся регулярно в связи с решениями судов. Конечно, мы сталкиваемся с определенными трудностями. Трудности связанные с нашей абхазской национальной спецификой. Здесь есть определенные моменты, связанные с тем, что, к примеру, некоторые наши граждане, оформляя движимое и недвижимое, как правило, недвижимое имущество после военный период, совершали действия по непосредственному оформлению не в полном соответствии с нормативно-правовой базой. Это все ведет к последствиям такого характера, что человек, который проживает давным-давно в своем доме и имеет определенные долговые обязательства либо перед кредиторами, либо по факту появления иных собственников, которые могли претендовать на право собственности в рамках наследственного, может быть, права. Мы, конечно же, стараемся входить в положение, предоставляем определенное время для того, чтобы в судебном порядке урегулировать существующие споры, но не всегда находим понимание со стороны наших граждан. Поэтому, пользуясь случаем, я бы хотел сказать, чтобы наши граждане своевременно
исполняли свои долговые обязательства перед кредитными организациями, качественно и своевременно в правовом смысле этого слова оформляли свое движимое и недвижимое имущество для того, чтобы это все не привело к юридическим судебным спорам, последствием которых будет необходимость государством реализации судебного решения путем конфискации или ареста. Имущество будет конфисковано, оно же должно распродаваться на торгах, да? Торги должны быть открытыми, но вот этот вопрос отрегулирован. Этот вопрос в том числе относится к категории проблемных в нашей стране. Дело в том, что законодательство Республики Абхазия устанавливает право и возможность права реализации конфискованного и арестованного имущества за специализированным органом. Специальным органом в этой области является Государственный комитет по приватизации и управлению государственным имуществом, так называемое Госкомимущество. Однако у Госкомимущества на данном этапе нет материально-технических, финансовых, бюджетных возможностей осуществлять торги в том порядке, который установлен и необходим с точки зрения законодательства. В этой связи уже предприняты шаги по созданию нормативно-правовой базы, регулирующей эту процедуру. Вы руководите ведомством не так давно, не так много времени прошло, но тем не менее, есть ли какие-то уже результаты работы, которыми вы хотели бы поделиться с нами? Мы с первых дней провели ряд внутриведомственных совещаний, и в короткий промежуток времени, а точнее в первую рабочую неделю, сотрудниками Министерства юстиции и Центрального аппарата было разработано 6 положений отделов. В следующую рабочую неделю нам удалось подготовить 33 должностные инструкции. Это 2 очень важных документа, которые помогают систематизировать, стабилизировать и структуризировать деятельность Центрального аппарата Министерства юстиции. Антикоррупционная экспертиза законодательных актов – это в том числе тоже функция Минюста. С принятием закона о противодействии коррупции эта обязанность была возложена на Минюст. И тогда этот закон, я помню, вокруг него было очень много разговоров и много надежд было с ним связано. Много ли законов не прошли вот эти антикоррупционную экспертизу? Действительно, закон о противодействии коррупции возложил на Министерство юстиции антикоррупционную экспертизу проектов нормативно-правовых актов и существующих нормативно-правовых актов. Практика реализации этой экспертизы сводится к тому, что специальный отдел Центрального аппарата Министерства юстиции, на который возложена функция Министерства юстиции по осуществлению экспертизы нормативно-правовых актов, осуществляет напрямую эту экспертизу. На практике это происходит следующим образом. Соответствующие сотрудники отдела законодательства Центрального аппарата Минюста готовят заключение, в котором указываются признаки коррупциогенной составляющей в том или ином нормативно-правовом акте, либо в той или иной норме права. По поводу практики выявления таких фактов, да, практика указывает, что в каких-то случаях такие признаки таких факторов были выявлены, однако они были урегулированы на этапе непосредственно подготовки самого нормативно-правового акта. В этом плане мы еще уже имели ряд встреч с Генеральной прокуратурой, в ходе которых достигнуто соглашение о том, что мы будем сотрудничать в этом плане, и в случае, если будет выявлено что-то в качестве коррупциогенной составляющей, мы будем согласовывать наши действия и проводить совместный мониторинг нормативно-правовых актов. Параллельно нами были предприняты, могу уже сказать, что удачные попытки внедрения так называемых цифровых систем внутриведомственного администрирования. Это связано с тем, что законодательство Республики Абхазия устанавливает необходимость наличия единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и единого госреестра юридических лиц в публичном доступе. Получается, что до этого реестра не было в доступе? Дело в том, что этот реестр он был на бумажных носителях, и для того, чтобы получить выписку из соответствующего реестра, необходимо было обращаться в Министерство юстиции Республики Абхазия. На данном этапе существующие реестры, информация по
заднему числу этих реестров вбивается в цифровую систему единого госреестра. Из предположительно 80 книг соответствующего бумажного реестра уже оцифровизировано 8 книг за 2 рабочие недели. Мы наращиваем темпы по цифровизации единого госреестра индивидуальных предпринимателей благодаря тому, что за прошедший промежуток времени мы устранили появившиеся системные технические неполадки, плюс наши сотрудники, что называется, набили руку по наполнению этой системы. В этой связи хочу в то же время отметить очень, на мой взгляд, важный фактор, связанный с тем, что мы осуществляем создание этого цифрового реестра без привлечения дополнительных бюджетных средств. Параллельно созданию единого государственного цифрового реестра юридических и индивидуальных предпринимателей мы буквально несколько дней назад уже запустили апробацию цифрового реестра, единого государственного реестра юридических лиц. В конечном итоге предполагается, что за какой-то промежуток времени нам удастся цифровизировать все существующие у нас бумажные реестры, и после создания сайта Министерства юстиции мы предоставим нашим гражданам доступ к этому реестру. Это облегчит работу не только ведомства. Действительно, смысл публикации и предоставления публичного доступа к этому реестру заключается в том, что наши граждане, осуществляющие предпринимательскую коммерческую деятельность, при необходимости сбора определенного пакета документов могли самостоятельно зайти на сайт Министерства юстиции, найти свое индивидуальное предприятие или, скажем, общество с ограниченной ответственностью, юридическое лицо в этом реестре, распечатать этот документ. И этот документ предполагается, что обязательно должен быть с электронной подписью, что придаст этому документу официальный характер. Вы говорите на сайте министерства, но насколько мне известно, если я не ошибаюсь, единственное ведомство, у которого нет собственного сайта. Не знаю, единственное или нет, но Министерство юстиции Республики Абхазия сегодня не имеет своего собственного сайта. Могу вам доложить, что к сегодняшнему дню нами уже реализован проект по созданию сайта. Фактически сайт уже создан. Интерфейс сайта, структура сайта уже зафиксированы. Единственное, мы сейчас занимаемся наполнением этого сайта. Мы хотим сделать сайт Министерства юстиции достаточно информативным, потому что мы предоставляем гражданам достаточно специфические юридические услуги, разобраться в которых в рамках исключительно законов и нормативно-правовых актов гражданину, не имеющему, скажем, юридическое образование, как правило, очень сложно. В этой связи мы приняли решение о том, что на нашем сайте будут не только текстовые инструкции, как осуществить те или иные действия, связанные с функциями Министерства юстиции, но и видеоинструкции. Практика Рунета показывает, что видеоинструкции более информативны и адаптивны для восприятия, нежели текстовые инструкции. А по поводу тарифов на услуги, которые оказывает Минюст, очень много расхождений. Чтобы этих разговоров не было, будет ли на этом сайте вывешена информация о тарифах? Да, мы мониторили этот вопрос, знаем, что существуют определенные нарекания у наших граждан. Мы обращаем внимание на то, что существующие тарифы на оказание соответствующих услуг указаны и определены в законе о государственной пошлине. Мы, опять-таки, в рамках создания сайта пошли по пути установления на определенных ресурсных страницах, то есть, допустим, связанных с нотариатом или ЗАГСом, чтобы конкретно на этой странице были указаны конкретные тарифы согласно этому закону, и чтобы гражданам было удобно зайти на соответствующий ресурс и увидеть, какие тарифы на осуществление и реализацию тех позиций, с которыми он пришел под ведомственную организацию. Спасибо большое. Основная часть нашей беседы мы уже закончили, но мне и в том числе нашим телезрителям интересно узнать вас побольше, потому что вы новое лицо в структуре исполнительной власти. Какой вы вне работы? Это интересно немножко. Расскажите нам о себе. Вне работы
Я всю свою сознательную жизнь занимался наукой. Мне очень интересна научно-правовая деятельность. Вне рамок работы я читаю большое количество правовой литературы, мне очень интересно изучать мировой опыт систем государственного администрирования, новых подходов к системе государственного администрирования. Последнее время я с очень большим удовольствием подробно изучаю цифровые технологии систем государственного администрирования и возможность внедрения этих цифровых технологий в практику нашей абхазской правовой и управленческой действительности. Я интересуюсь традиционными абхазскими вещами, такими как охота. Я очень люблю природу, люблю путешествия, люблю путешествовать в горы. Оказывается, очень много у нас зарегистрированных благотворительных организаций. И, насколько я помню, это было около 60 организаций. Можете сказать, сколько на сегодняшний день у нас зарегистрировано этих благотворительных организаций в Абхазии? Да, спасибо за вопрос. По моим данным, на сегодняшний день благотворительных организаций в целом около 100, однако здесь есть один очень интересный момент, связан он с тем, что Министерство юстиции Республики Абхазия осуществляет регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И общественная организация с благотворительными целями сначала проходит регистрацию как юридическое лицо. Далее соответствующая благотворительная организация, уставными целями которой является благотворительная деятельность, должна пройти процедуру получения соответствующего сертификата. То есть создается, она есть, функционирует, собирается сертификационная комиссия, которая проверяет цели и задачи, уставные цели и задачи этой организации и выдает сертификат на осуществление благотворительных целей, сертификат благотворительной организации. Так вот, на сегодняшний день организаций, у которых есть сертификат соответствующий, их всего лишь 20. Остальные 80, значит, не прошли вот эту процедуру, правильно я поняла? Эти 80 либо не прошли эту процедуру, либо не прошли перерегистрацию, либо не прошли процедуру, по которой они в определенные этапности временные должны предоставлять соответствующие бюджетно-финансовые отчеты. У Министерства юстиции есть возможность, и у иных органов есть возможность контролирования деятельности благотворительных организаций на предмет соответствия их деятельности уставным задачам. Организации, которые статус получают благотворительных, их освобождают от уплаты каких-то налогов? Смысл заключается в том, что эти организации не облагаются соответствующими налогами на виды осуществляемой деятельности. Подразумевается, что их деятельность носит благие цели помощи, и поэтому государство не взимает с них соответствующее налоговое бремя. Мне интересно, вот какие требования к тому, чтобы организация получила статус благотворительной? Что они должны сделать? На них накладывается бремя собрать необходимый пакет документов для регистрации соответствующей организации и пройти сертификационную комиссию. А дальше это обязательно условие отчетности. А пересмотр этого статуса или как регулярно вот они должны подтверждать этот статус? Каждые 3 года. Каждые 3 года они предоставляют отчеты, проходят пересертификацию, и ежегодно они предоставляют соответствующую информацию в бюджетно-финансовом смысле. Почему меня эта тема заинтересовала? Потому что 100 благотворительных организаций на 250 тысяч населения, согласитесь, выглядит интересным этот факт. Ну, фактически их не 100, фактически их 20. Я предполагаю, что это 100, это те организации, которые когда-то зарегистрировались, вели какую-то деятельность и в связи с малым финансированием или какими-то другими причинами прекратили свою деятельность. Поэтому они как бы числятся организациями благотворительными, но деятельность соответствующую не осуществляют. Поэтому их у нас сегодня 20. Здесь, если вернуться к работе ведомства, какие-то структурные изменения вот уже произошли с вашим приходом? Нет, структурных изменений здесь пока произведено не было. Это все делается осознанно. Дело в том, что по нашему представлению, по нашему внутреннему убеждению, структура Министерства юстиции достаточно твердая, четкая.
подведомственные организации, структурные подразделения центрального аппарата, отделы очень качественно, своевременно, профессионально и высококомпетентно осуществляют свою деятельность, за что, пользуясь случаем, передаю привет коллективу и очень благодарен им за их деятельность. На данном этапе структурных изменений и преобразований не планируется. И последняя часть нашей передачи, она традиционная. Спрашиваем о том, какие 3 главные задачи он ставит перед собой и планирует реализовать в течение года, чтобы мы по истечении этого срока вернулись опять к этому разговору и узнали, удалось ли эти задачи решить. Вы перед собой какие 3 задачи ставите? Основные задачи, которые я поставил перед собой с первого дня, связаны с цифровизацией процессов деятельности Министерства юстиции. Считаю, что это очень важно. Вслед за цифровизацией приходит и оптимизация непосредственного процесса. Увеличивается коэффициент полезного действия от отдельно взятого сотрудника, отдельно взятого административного действия и так далее. Поэтому на данном этапе мы грезим и болеем идеей цифровых технологий. Если вы у меня спрашиваете о 3 конкретно вещах, которые мне бы хотелось реализовать, не уверен, что для реализации этих вещей понадобится всего лишь год, может быть больше, но очень надеюсь, что единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей будет реализован, цифровой реестр будет реализован в течение года. Очень надеюсь, что мы сумеем цифровизировать единый государственный реестр юридических лиц. И, наверное, мечта, на которую, может быть, не хватит года, это цифровизация записей актов гражданского состояния и всех нотариальных действий. Спасибо, я благодарю вас за сегодняшнее интервью. Спасибо, что нашли время пообщаться. Спасибо, Нала. Спасибо.